Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова – крупнейший и старейший вуз России, которому более 250 лет. В международном рейтинге университет отмечен как один из лучших в мире. Лучшим выпускникам вручаются медали преуспевшему, пополняя золотой реестр выпускников. Как призналась Лаура, стремление к получению красного диплома оправдало себя, однако награждение золотой медалью стало для нее приятной неожиданностью. Я как только поступила на первый курс, у меня была цель закончить с отличием, но я не ожидала, что мне дадут золотую медаль. Я думала, будет красный диплом, но о том, что будет золотая медаль, я узнала примерно за полгода до окончания вуза. В прошлом году Лаура Харчилава участвовала в национальном конгрессе с международным участием тромбозы, гемостазы, патология сосудов, современные подходы к диагностике и лечению. В настоящее время Лаура Харчилава проходит интернатуру по специальности терапии в одной из московских больниц. По признанию молодого врача, в ее планах освоение кардиологии. Наши врачи абхазские замечательные, высококвалифицированные, безусловно, профессионалы своего дела. Но вот чего нам реально недостает, так это хорошего технического обеспечения, потому что качественное современное оборудование – это залог успешного, перспективного будущего в медицине. Ну и, конечно, Абхазия, она знаменита своими природными ресурсами, которые должны быть, безусловно, востребованы в медицине, как мне кажется, путем развития курортологии. Нам необходимо и должны быть задействованы наши лечебницы, знаменитые радоновые, целебные радоновые источники, санатории, дома отдыха. И мне кажется, это реально, это очень перспективно, это экономически выгодно для государства в целом, как для государства в целом, так и для нас, медиков, потому что мы сможем создать рабочие места и привлечь наших молодых врачей. Лаура Харчилава признается, что, набравшись достаточного клинического опыта, обязательно вернется на родину для применения накопленных знаний и опыта. Асида Малия, Джустан Амичба, Абхазское телевидение.